Для гостей провели экскурсию по самым интересным закоулкам театра. Адрес сайта челнытеатр.ру. То есть, придя домой, вы можете набрать вот этот адрес и откроется этот сайт. Идея создать сайт Татарского драмтеатра уже давно пришла в голову администрации. Ведь нужно ориентироваться во времени и понимать, что любителям спектаклей удобно узнавать новости театра, не выходя из дома. По мнению актеров, самое главное на сайте – репертуар. Первое – это репертуарный план. Хорошие спектакли, чтобы шли, и люди уже узнали, что какие спектакли у нас идут. И, как говорится, что нам с помощью сайта валом валили. Сейчас на сайте можно узнать об актерах, задействованных в спектаклях, просмотреть афишу и почитать об интересных событиях театра. В дальнейшем планируется создать интернет-продажу билетов. Сайт сделали двуязычным. Я не знаю, имеет ли у нас в городе какое-либо другое учреждение такой же сайт двуязычный. По-моему, даже у мэрии нет двуязычного сайта. Вот мы его сделали. Конечно, пока сайт немножко в таком, если можно так выразиться, зачаточном состоянии, там пока не очень много информации. Видео спектаклей тоже можно будет увидеть, но не полностью, только отрывки. Ведь просмотр пьес через экран не может заменить живых эмоций. Конечно, мы будем только вставлять в этот сайт такие кусочки, только чтобы интриговать зрителя. А так, конечно, спектакль, он должен смотреться на сцене. Это естественно. Костюмерная еще здесь наверху есть у нас, костюмерная большая. После презентации сайта гостям провели экскурсию по театру. Швейная мастерская, здесь придумывают и шьют костюмы. Гримерные, в которых актеры повторяют текст и готовятся к выходу на сцену. И костюмерная. Десятки блестящих нарядов и целый шкаф с обувью и небольшими реквизитами. Анастасия Елисеева, Петр Греков, ТНТ Эфир. Кстати,